Еще раз доброе утро всем, кто на национальном. Я вам рада представить нашего сегодняшнего гостя. Итак, специалист родного языка Института повышения квалификации работников образования Курейш Гагиев. Доброе утро. Доброе утро. Курейш, рада вас видеть у нас в гостях. Ну и стартовала декада ингушского языка во всех школах, образовательных учреждениях. Мы знаем, ребята готовятся. Каким образом вообще проходит декада? Вот что туда входит? В принципе-то мы заранее готовимся к этому мероприятию и где-то в начале учебного года закладываем свои учебные планы. Это в образовательных организациях республики. А затем, по мере приближения декады, Международного дня родных языков и нашего родного языка, это у нас ориентировано на 21 февраля, мы готовим специальную программу Министерства образования, а также Института повышения квалификации работников образования. Совместно с нашими образовательными организациями республики такие мероприятия, как проведение мастер-классов, различных конференций. На базе своего института мы проводим круглые столы, посвященные родному языку и родной литературе. Кроме того, мы туда вкладываем, в принципе, все вопросы, связанные с пропагандой родного языка и, в принципе, национальной культуры. Мы понимаем все, что это праздник народный, и, в принципе, стараемся выходить на средства массовой информации. Сотрудничаем одновременно с Министерством межнациональных отношений, Министерством культуры, то есть во всех музеях, во всех образовательных организациях планомерно готовится единый план проведения декады ингушского языка. Вот по своему плану, вот буквально перед этим я просматривал план, спущенный Министерством образования Республики Ингушетия, и там более 135 мероприятий и организаций, которые проводят эти мероприятия, связанные с родным языком. Мы понимаем, что родной язык – это наше общее достояние, общая культура. И несмотря на то, что сегодня молодежь несколько ориентирована на инновационные информационные технологии, все же есть уверенность в том, что мы должны прививать любовь, интерес к своему языку, к своей культуре и художественным произведениям, написанными нашими писателями. Кроме того, у нас большая работа проводится, я еще раз скажу, в школах, образовательных организациях. Классные часы – это начальное звено образования. Небольшие линейки на тему «Родной язык – наше общее достояние». Проводятся мастер-классы, проводятся внеклассные мероприятия, проводятся еще дополнительно к тому сказанному встречи с писателями и поэтами Республики Ингушетия, которые, как правило, пишут на родном языке. И тем самым пытаемся привить любовь и интерес к своему родному языку. Здорово. Но мы вам благодарны за это. Но еще мы знаем, что вы долгое время работали и работаете в школе, преподаете родной язык. Скажите, пожалуйста, вот, каково это обучать наших ребят? Вот, и проявляют они какой-то интерес к родному языку? И как вообще вы начинаете свой урок? В принципе, это от того, как начинается работа, мы стараемся с улыбкой заходить на свои занятия, но с открытой душой, но с радостью. Учителя, как правило, это делают. И приходя на урок, мы получаем удовлетворение от той работы, которую делают наши дети. В принципе, они с большим интересом хотят знать глубже и больше содержание нашего родного языка. Это целый пласт народный. И мы понимаем, что без языка, без языковой культуры нация как нация не может состояться. И поэтому коллективы наших школ целенаправленно в этом направлении работают и понимают свои цели и задачи.
И вот когда приходишь на урок, видишь улыбки детей, нам где-то что-то ученик недопонимает, и тут же стараешься, конечно, глубже разъяснить на родном языке. И я думаю, что так должны делать и наши все остальные предметники, которые преподают. Но нам это сам Бог велел, специалистам родного языка. Мы стараемся привить любовь к нашему фольклору, к устному народному творчеству, к нашей поэзии, к нашей прозе, вот, к художественной литературе и, конечно, любовь к писателям и поэтам, которые очень красиво писали на родном языке. И чем больше ребенок будет усваивать культуру своего родного языка, его грамматику, орфографию, пунктуацию, стилистику, отсюда зависит успех того, как он будет усваивать остальные предметы. Потому что великие ученые, педагоги говорили, что родной язык – это язык матери, родной язык – это природный язык, который дан Всевышним. Следовательно, только на этом языке можно объяснить ученику те или иные процессы, которые происходят по предмету и, конечно, происходят в мире. О, как красиво говорите. Сразу видно, что разговариваю с преподавателем. Но я хочу знать, каким детям так повезло иметь такого учителя, как вы. В какой школе вы работаете и как давно? В принципе-то я вообще не представляю, я и говорю на разном уровне, что не работать мне с детьми нельзя. Это, в принципе, как бы облагораживает душу человека и как-то делает его моложе. В принципе, это не только мы учим детей, они ведь, в свою очередь, тоже нас чему-то обязательно учат. То есть те запросы, которые они к нам предъявляют на уроках, мы обязаны к ним быть готовыми в любую минуту. И это нас как бы организовывает и направляет нашу работу. И вот, в принципе-то, я работаю очень долго. Это где-то так, если кратко, после десятилетки сразу меня приняли на работу. И вот такая карьера, она продолжалась с разными там этапами переходными. И, в принципе, с родным языком я не расстаюсь. Вообще-то у меня так по секрету, если и второе есть образование историческое. Но я мог бы, конечно, вести эти занятия, но тем не менее я как вот начал свою работу преподавать родной язык, родную литературу, и по сегодняшний день эту работу продолжаю. И, в принципе, даже не мыслю без встречи с учащимися. Здорово. Ну, а вот сейчас сказали такую фразу, что дети, в свою очередь, тоже вас учат. И это такая избитая истина, но на протяжении моей работы, да, вот сколько я разговаривала со своими гостями, я встретила только 3 учителей в этом списке вы, которые говорят об этом. То есть немногие понимают всю эту суть и любят свою работу. Вот это уже говорит об этом. Поэтому спасибо вам. Вот по ходу нашего разговора, Куреш, вы сказали, что художественные произведения, написанные нашими писателями, поэтами, нужно прививать любовь к чтению. Вот сейчас хочется спросить у вас, какое произведение вам нравится, какой поэт вам нравится? Вот, что бы вы отметили? Вообще-то мой, так скажем, этим словом емким, любимый поэт – это Гирихан Бегеев. Он глубокий философ, мне думается, там у него он поэт и в себе, и внешне. Он все, что не делал, переломлял через свою душу, через сердце. И, конечно, передавал поэтическими строками свою любовь к родине, к матери, к окружающей природе. А так, конечно, все они, поэты и писатели, мне дороги. У них прекрасные художественные произведения, на которых сегодня может наша молодежь учиться и должна, обязана учиться. Все они призывают нас к толерантности, призывают к взаимопониманию, к гражданской идентичности, призывают к любви к своей родине, к родному языку и к национальной культуре. И вот вспоминает сейчас знаменитые слова Идриса Базоркина на русском языке. Кто пристально глядит, тот видит очень много, кто слушает, с тем время говорит. Ох, заману, дадихаш дардакас. Поэтому у каждого из этих поэтов и писателей есть прекрасные слова. У Асмиева Хамзата, у Хажибекера Муталиева,
у Герихана Гагиева. А вот вы только что вспомнили слова Идриса Базоркина. Я тоже вспомнила ее слова, которые он сказал моей учительнице. Это было давно, но я помню, как она с любовью об этом говорила. Вот звучат они так. По твоему разумению, по твоему поведению судят о твоем народе. Вот сейчас мы знаем, что многие не любят или не хотят, или там отрицают это тем, что не умеют говорить, что они там жили за пределами, не знают родного языка. Скажите, пожалуйста, вот насколько важно говорить о родном языке, даже если ты находишься за пределами? Вот сейчас современная молодежь, это признает, что стыдно говорить, или там тебя не поймут где-то. Давайте разъясним, что это вот не так. В принципе, это человек, не владеющий своим родным языком, он не владеет национальной культурой. А представим себе сегодня Российскую Федерацию без национальных регионов. Это же четко и понятно, в федеральных стандартах все это прописано. Формирование полилингвальных знаний, поликультурных знаний и, безусловно, формирование российской гражданской идентичности на основе идентичности учащихся. То есть речь идет о том, что с любовью, уважением надо относиться к своему языку и своей литературе. Конечно, литература – это, в принципе, предмет человековедения. На художественных произведениях наших поэтов и писателей выросло несколько поколений ингушского народа. И я просто призываю нашу молодежь побольше читать художественные произведения, побольше вникать в культуру нашей речи, родного языка. Ведь наши предки, в принципе, не заканчивали университеты, там, институты, и школ тогда не было, в принципе. Но сейчас же есть прекрасные возможности, и зато наши предки очень умело, красиво говорили на своем родном языке, причем доходчиво. То есть самое главное в нашем родном языке, что то, что говорят со стороны, как правило, мы воспринимаем через свою душу, через свое сознание. И когда на родном языке ребенок получает знания глубокие, он, безусловно, больше имеет возможности развивать свои способности по двоим школьным дисциплинам. И это, в принципе, природный язык, который дан Всевышним. Угу. Вот вы только что призвали всех читать на родном языке, но после того, как я спросила вас какое-то произведение назвать, да, которое вы любите, вы так и не смогли это сделать, потому что действительно признали, что все пишут хорошо, красиво и важно читать на родном. Поэтому сейчас все равно хочу попросить вас назвать так топ книг, которые вы посоветовали. Вот я сейчас, почему когда это говорят, там посоветовать на родном языке, вспоминаю произведение Саида Чахкиева «Цергами Орехар». Есть. Вот. А теперь вас попрошу, такой топ-лист составьте нам. В принципе, когда вот мы составляем учебники, учебные пособия для своих школ, это, я думаю, относится и к нашей сегодняшней теме, в принципе, мы туда закладываем по окончанию 4 класса пакет учебной литературы, художественной литературы, который читать полезно детям. Я думаю, даже в старших классах это уже будет практиковаться. То есть, переходя из одного класса в другой, в старшем звене образования, мы рекомендуем своим учащимся прочитать эти художественные произведения. А так-то, в принципе, мы понимаем, что вот в наше время роман Идриса Базоркина «Есть веков» – это было произведение, на котором воспитывалось, я сказал, целое поколение. Поэтому читали очень многие. И мы читаем, перечитываем их. Что еще интересно, дело в том, что Ахмеда Бокова есть прекрасное произведение, есть это дальше, нет, у него Бекер в ангежах произведения этой книжки. Потом у Саида Чахкиева «Иштамарии», молодежь учится ко всему этому. А потом у «Волчьей ночи» Саида Чахкиева, Бехти Бисар. Потом мы говорим о романах современных, можно читать. Есть современные романы «По закону гор» Берса Илоева. И эти, читая произведения, конечно, безусловно, человек обогащается. Но я думаю, что Дени Дидро говорил такие умные слова в свое время. Вообще учитель живет до тех пор, пока он читает. Как только он перестает читать, в нем погибает учитель. Можно было бы перефразировать. Вообще человек живет до тех пор, пока он познает знания. А знания познавать без чтения художественной литературы достаточно сложно. Здорово. Тем более воспитывать.
Согласна, хорошие слова. Я вообще после таких гостей, как вы, все больше хочу говорить на ингушском языке, и это здорово. Вот к этому мы и ведем на самом деле. Поэтому хочется всех попросить, говорите на родном языке, пропагандируйте его нужно популяризовать. Поэтому вам спасибо за ту работу, которую вы делаете каждый день. Баркал. Всем спасибо. А я напомню, что сегодня у нас в гостях был специалист родного языка Института повышения квалификации работников образования Куреш Кагиев. А программа «Утро» продолжается. Оставайтесь с нами.